Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Электричество – это товар, за который нужно платить. Несколько сотен квартир и домов ежедневно отключают от электропитания за неуплату. В день начала Великой войны, 22 июня, в Сухуми у памятника неизвестному солдату прошла международная акция «Свеча памяти». В памяти Николая Трапши ученые Абхазии с прискорбием приняли новости о трагической гибели директора Государственного архива Ростовской области. Начнем с задержания абхазского политика, лидера абхазского народного движения. 21 июня в отдел милиции Адлерского района города Сочи был вызван Атгур Ардинба в связи с фактом пересечения государственной границы по реке Псоу на автомобиле в апреле 2025 года. На месте ему было предъявлено обвинение в административном правонарушении управления транспортным средством в период лишения водительских прав. В результате проведения ускоренного судебного разбирательства ему был назначен административный арест сроком на 14 суток. Гражданина Абхазии и России задержали 21 июня сотрудники ГАИ по федеральной территории «Сириус», сообщил зампред Общественного совета УВД по городу Сочи Виктор Комиссаренко. Он подчеркнул, что полиция строго придерживалась установленных законом процедур, все действия были регламентированы и проводились с соблюдением прав задержанного. Официальная хроника: недопустимо делить гостей по достатку. Мы всегда радовались каждому туристу. Это символ мира и возвращения к жизни, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром туризма. Гунба прокомментировал ситуацию вокруг некорректного высказывания сотрудницы Минтуризма о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию. Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников, добавил президент. Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, чье высказывание вызвало общественное возмущение, освобождена от должности. Ранее на встрече Абхазского союза туристов сотрудница Минтуризма отметила, что бюджетные туристы не станут покупать в Абхазии сувениры и сельхозпродукцию. Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Министр заявил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырвана из контекста. Возможность использовать Абхазский порт как новую логистическую точку для отгрузки угля обсудили глава Кемеровской области и президент Абхазии Бадра Гунба на встрече в рамках ПМВФ 2025. Сердюк отметил, что на фоне западных санкций регион ищет альтернативные логистические пути. Сейчас в основном используются восточные направления порта Владивостока, где есть ограничения по пропускной способности железной дороги. Кузбасс может начать перевалку угля в порту Абхазии, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Сердюк. Сейчас мы займемся проработкой вплотную. Нужно рассчитать логистику, пропускную способность железной дороги, объемы перевалки, заявил он журналистам после встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Президент Бадра Гунба встретился с руководителем концерна КАМАЗ Сергеем Когонигиным на полях ПМВФ 2025. Обсуждался вопрос создания дилерского центра на территории Абхазии. Это нужно для ремонта техники, отметил в интервью Абсны пресс начальник пресс-службы главы государства Алхас Чолокуа. Президент также обсудил с главой Росагролизинга Павлом Косовым возможность предоставления спецтехники администрациям городов и районов, уточнил Чолокуа. МИД Абхазии направил ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии в связи с терактом, произошедшим 22 июня в церкви города Дамаска. Террористический акт, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, является ничем иным, как попыткой подорвать стабильность и безопасность в Сирии. Убеждены, что этот вероломный теракт никоим образом не повлияет на единство сирийского народа и усилия властей Сирии по сохранению и упрочению мира и безопасности в стране, отмечается в ноте соболезнования МИД Республики Абхазия. МИД Абхазии выражает слова поддержки братскому сирийскому народу, искренне соболезнует семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.
По данным гостелеканала, Ихбарии, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, совершивший взрыв, входил в состав террористической группировки «Исламское государство». Вечером 22 июня в Сухуми у памятника неизвестному солдату прошла международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны. Организаторами памятного мероприятия выступили представительства Россотрудничества при поддержке посольства России, администрации города, Государственного музея боевой славы, Корпуса «Бессмертный полк» и ряда общественных организаций. Вспомнить павших, зажечь свечу благодарности и напомнить о цене победы пришли жители и гости столицы, представители Кабинета министров Абхазии, депутаты, общественность. О том, как прошло мероприятие, в репортаже Заура Кварча. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 22 июня 1941 года. День, который разделил судьбы миллионов. В ранние часы этого летнего утра началась Великая Отечественная война. Одна из самых масштабных и трагичных в истории человечества. Фашистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского Союза. Начались годы крови, боли и героизма. Почти 27 миллионов человек не вернулись с той войны. Из Абхазии на фронт ушли более 55 тысяч. 17 тысяч пали на полях сражений. С кровавых не пришедшие полей. 84 года спустя, в тот же день, у памятника неизвестному солдату в Сухуми вновь зажглись огни. Международная акция «Свеча памяти» — это живой огонь благодарности и скорби. После минуты молчания к собравшимся обратился руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он напомнил о цене победы и значении таких акций. Сегодня, в этот скорбный день, мы традиционно проводим акцию «Свеча памяти». Данная акция символизирует уважение и память о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу. Пусть этот цвет будет символом нашей благодарности и вечной памяти. Никто не забыт, ничто не забыто. Память о той войне не абстракция. Это боль, которая передается из поколения в поколение. Об этом говорил и временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвин. Не утихает боль за разрушенную войной мирную жизнь поколений наших отцов, дедов и прадедов, за тех, кто отдал свою жизнь на фронте, погиб от рук нацистов в оккупации, блокаде или был замученными в лагерях смерти. Сегодня мы чтим память всех 27 миллионов советских граждан, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Мы чтим тех, кто выстоял в этой страшной битве. Мы их потомки, так будем же достойны наших славных предков. Каждый находил в этот вечер свои слова. Заместитель министра обороны Абхазии Давид Бжаня напомнил о поколении победителей как о нравственном ориентире. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. Пример героической стойкости и беззаветной преданности Родине поколения победителей в Великой Отечественной войне всегда вдохновлял и определял линию поведения тех, кто уже в период Отечественной войны народа Абхазии защищал свою родину. Военная история – это не только фронт, но и духовная опора. Настоятель Каманского монастыря отец Игнатий назвал память нравственной обязанностью. Я сам несколько раз видел и читал на памятниках, братских могилах имена граждан Абхазии. Особенно обращаюсь к нашей молодежи. Не забывайте эти страшные события. Помните, что без Родины нельзя жить. Родина – это самое важное для нас. Поэтому призываю вас всех молиться в это наше неустойчивое время, как вы знаете, молиться, чтобы Господь даровал нам мир и стабильную жизнь.
О цифрах, за которыми стоят судьбы, говорила директор Государственного музея боевой славы Мзия Бея. В ее словах тревога за историю и за то, как легко ее исказить. Мы помним всех поименно. Здесь уже звучали эти цифры. 55,5 ушедших из нашей Абхазии на фронт, из которых не вернулись 17,5. 27 миллионов, как уже было сказано здесь, сложили головы за общую нашу победу. Мы как мантру повторяем эти цифры, чтобы помнили, чтобы поколения наши знали и передавали своим поколениям. О первых добровольцах из Абхазии напомнил заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе. В то время в республике Абхазия, в военкоматах, в районах, в городе, везде начинают собираться добровольцы, чтобы их отправили в бой на передовую. В конечном итоге из Абхазии, уроженцы Абхазии уходят на войну 55 тысяч человек, 24 героя Советского Союза, уроженцы из Абхазии, многие без вести пропали, многие не вернулись, а которые вернулись, они долгое время умирали от полученных увечий. Вечная память. Память – это и голос нового поколения. Ученица 15-й школы Николь Назадзе прочитала строки, которые звучали как завещание. Лето. Июнь 41-го года. Бал выпускной. В зале полный аншлаг. Вечер субботний пьянил всех свободой. Только вот что-то пошло вдруг не так. Ночь. Разродившись за сопкой горбатой, свету явило безумство дитя. 22-е. Рождение ада. Юное утро в железных когтях. После митинга участники акции возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Этот день, 22 июня, остается напоминанием о том, какой страшной ценой далась победа, и призывом хранить уроки войны для будущих поколений. Воспоминания о героизме и страданиях должно объединять и вдохновлять на мир и согласие. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей. Заур Кварча, Абазатовы. Церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме 21 июня. Памятное мероприятие приурочено к 31-й годовщине ввода в Абхазию коллективных сил по поддержанию мира. Элеонора Гилаян продолжит тему. В Сухуме почтили память российских миротворцев. 21 июня исполнился 31 год со дня ввода в Абхазию коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Руководство и личный состав Министерства обороны Абхазии и представители российского посольства возложили цветы к памятнику миротворцу на улице Когония. 31 год назад российский воинский контингент приступил к выполнению задач миротворческой миссии коллективных сил по поддержанию мира в Республике Абхазия. 117 миротворцев погибли, выполняя задачи по обеспечению мира на нашей земле. Их подвиг навсегда останется в памяти народа Абхазии. Помним и чтим. Миротворческая операция в Абхазии длилась с 1994 по 2008 годы. Российские миротворцы были введены в зону конфликта 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая того же года. Соглашение предусматривало создание коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Однако все бремя миротворческой операции на протяжении 14 лет несли военнослужащие Российской Федерации. О важности операции и личностях, которые ее делали, наша телекомпания «Абаза-ТВ» расскажет в телефильме. Сегодня, в день начала миротворческой операции в России в зоне грузино-абхазского конфликта, мы хотим презентовать документальный цикл, как это было в рамках нашего большого проекта об истории грузино-абхазского переговорного процесса. Для нас это очень важная тема,
Как мы в прошлом году заявляли, в год празднования 30-летия миротворческой операции, миротворческие наследия, как фото, видеоархивы и вообще история миротворческой операции для современной истории Абхазии – это очень ключевая позиция. Миротворческая операция позволила абхазским политикам вести переговоры. Миротворцы обеспечили период пребывания до 2008 года невозобновления войны. Это самый главный итог миротворческой операции, несмотря на все сложности, на все провокации, которые имели место быть за этот период. И со стороны Грузии велась очень целенаправленно террористическая война против российских миротворцев, так же, как и против сотрудников абхазской правоохранительной системы и гражданских лиц. Миротворцы с честью выполнили свою миссию. И вот наш долг абхазских журналистов, которые, я в том числе, непосредственно освещали миротворческую операцию, рассказать об этом, как было сложно физически, сложно политически, сложно психологически. За 14-летний период осуществления миротворческой миссии России в Абхазии участниками стали до 70 тысяч человек, в том числе военнослужащие воздушно-десантных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота, медики и гражданские специалисты. 2500 российских миротворцев награждены государственными наградами. Один из аспектов этой сложности то, что со стороны командования и вообще политического руководства предпринимались провокационные решения, чтобы на плечи, используя миротворческую операцию, вернуть беженцев в Галицкий район, отторгнуть юрисдикцию Абхазии в пользу Грузии. И такие попытки были предприняты, но, как всегда, во все времена и в этой операции всегда находились личности, которые ставили выше честь, справедливость, и они защищали миротворческую операцию, они защитили миротворческую операцию и не допустили вот эти все реализации всех этих провокационных решений. И мне сегодня очень приятно и гордо произносить фамилию, например, Кузьмичака, генерала Кузьмичака, который не выполнил прямой приказ министра обороны Грачева по содействию возвращению грузинских беженцев. То есть это было возможное начало возобновления боевых действий, за что он был разжалован. Но потом, после 2000-х годов, он был восстановлен. То есть вот эти все и большие, и малые истории в ходе миротворческой операции мы попытались воссоздать, рассказать подробно. Документальный цикл состоит из 2 частей. В понедельник, 23 июня, и в среду, 25 июня, мы эти фильмы покажем на канале Абаза ТВ. Памятник миротворцам был открыт на Сухумской набережной 8 декабря 2017 года по инициативе межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец». Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Мы продолжаем показ цикла документальных фильмов «Как это было», что предшествовало вводу миротворческих сил СНГ в зону грузино-абхазского конфликта, каковы были особенности проведения операции, а также ее результаты. Об этом следующие 2 фильма. Официальный ввод миротворческих сил в Абхазию состоялся 21 июня 1994 года. В республику прибыли первые подразделения миротворцев. В течение недели вошло 1800 человек. Это 3 батальона, которые были расположены на территории Абхазии, 1 на территории Зугдидского района Грузии. С началом ввода в зону конфликта коллективных сил было осуществлено разъединение вооруженных формирований конфликтующих сторон, образованы зоны безопасности и ограничения вооружений. Это помогло остановить кровопролитие, также были созданы необходимые условия для политического диалога между сторонами. Идеи размещения каких-то
международных военных, которые бы контролировали соблюдение режима прекращения огня, они появились еще в ходе широкомасштабного конфликта. В частности, и в июле этот вопрос был отражен в соответствующих документах 1993 года. Трехстороннее соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением было подписано 27 июля 1993 года в Сочи при посредничестве России. Документ предусматривал вывод грузинских войск из Абхазии, ввод международных наблюдателей и миротворцев, а также переговоры под эгидой ООН о полномасштабном урегулировании конфликта. Было проведено несколько встреч или раундов переговоров в Женеве и в Нью-Йорке до подписания в Москве главных документов. В апреле 1994 года заявление о мерах по политическому урегулированию, четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц. После подписания этих документов Совет глав государств Содружества независимых государств принял заявление о проведении операции по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. 14 мая 1994 года в Москве был подписан еще один главный документ – соглашение о прекращении огня и разъединении сторон. На основании документа в зону конфликта направлялись миротворческие силы СНГ. Мы согласовали все конкретные вопросы, связанные с проведением этой операции, и абхазская сторона намерена действовать в строгом соответствии с этим соглашением. Дело в том, что войска у нас все готовы. Сейчас вот осталось только в 345-м полку определиться, какой боевой и численный состав они могут выделить. Вот. И, пожалуй, все. Я считаю, что миссия моя здесь закончена. Доклад президенту и начинаем действовать. Первую часть фильма «Как это было. Миротворческая операция по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта» смотрите после выпуска новостей в эфире Абаза ТВ. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку в отношении сотрудников УВД по Гагарскому району, этапировавших сбежавших арестантов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. По факту побега Дмитрия Барцица, Александра Акопяна и Сергея Кима также возбуждено уголовное дело. Преступники сбежали 19 июня при этапировании из УВД по Гагарскому району в СИЗО МВД. Их сопровождал экипаж, начальник дежурной части УВД Даур Шершелия и оперуполномоченный ОУР Дмитрий Айба. Барцица и Акопяна задержали в тот же день в Сухуме, Кима 21 июня. Сотрудники СГБ Абхазии и ЦСН СГБ задержали в городе Гагра находившегося в международном розыске гражданина Турции Салдыза Метина. Смотрите материал пресс-службы СГБ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на канале незаконной миграции сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия при силовом сопровождении Центра специального назначения Службы госбезопасности в городе Гагра 19 июня был задержан гражданин Турции Салдыз Метин. Салдыз Метин находится в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением, согласно которому указанный подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны заявителя. Салдыз подозревается в соучастии в умышленном убийстве, в изготовлении и торговле наркотических веществ в особо крупном размере, в изготовлении поддельных документов, а также в незаконном хранении и ношении оружия. По имеющейся оперативной информации, задержанный гражданин Турции ранее осуществил незаконный переход государственной границы по обходу установленных пунктов пропуска по реке Ингур с целью избежания уголовного преследования. В ходе беседы с оперативными сотрудниками гражданин Турции дал признательные показания в соучастии по всем вышеуказанным преступлениям, совершенным как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Видео с какими-то пакетами. А поясните, что это за... Ben satın almak için istemiştim. Bana video attılar kokain.
Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Подготовку к техобследованию перепадных ГЭС и определение условий для их возможного восстановления обсудили министр энергетики Абхазии Батал Мужба и замгендиректора Русгидро Сергей Мачехин. Несколько сотен квартир и домов ежедневно отключают от питания электричеством за неуплату. Подвергаются санкциям в основном те, кто подключен к приборам учета нового образца. Отключить им свет можно дистанционно. Всего в республике установлено 28,5 тысяч таких приборов, а нужно более 90. Начальник энергосбыта республики Саид Блабба в интервью нашему каналу рассказал о том, как движется замена счетчиков, насколько охотно платят за свет потребители и какие еще меры необходимо принять, чтобы люди поняли, что электричество – это товар, за который нужно платить. Слово Мариане Котовой. Жители Абхазии стали более ответственно подходить к вопросу оплаты электричества. В первые 6 месяцев этого года показатель собираемости составил 25%. Это больше, чем в предыдущие 3 года. Конкретно по физлицам поговорим, наверное, с января по июнь. В 2023 году физлица оплатили за эти полгода 14%. В 2023 был большой объем потребления, как все знаем, и вот тоже сказывалось, тоже и так как объем вала продукта был большой, естественно, то есть процент уже проседал. В 2024 году этот процент 20, то есть собираемости. В 2025 году это уже 25. То есть мы наблюдаем динамику увеличения. Так подействовали меры Черноморэнерго. 28,5 тысяч счетчиков нового образца установили сотрудники энергокомпании на сегодняшний день. С помощью них свет в домах и квартирах можно отключать дистанционно. От 100 до 300 абонентов в сутки Черноморэнерго обесточивает за неуплату. Принято очень много технических мероприятий, таких мероприятий, как установка приборов учета, систематизация в платформе АСКУЕ, то есть это умные приборы учета с дистанционным контролем показателей и дистанционным управлением коммутации, то есть отключение и включение. На сегодняшний день активно используется отключение до 200, до 300 даже абонентов в день бывает обесточены в среднем за неуплату. По словам главы энергосбыта, дистанционное отключение экономит ресурсы Черноморэнерго. Поэтому по большей части отключают за неуплату тех, кого уже оборудовали новыми счетчиками. Но для злостных неплательщиков со старыми приборами учета они тоже не жалеют техники и сил. Оперативно возможно отключить только через АСКУЕ. А что касается физического обесточения, очень сложно проводить в массовом характере. То есть 10-15 абонентов в день, если обесточить физически, в принципе, мы применяем эту практику. Человек оплатил и возродиться обратно, их заново переподключать. То есть это группа, мобильная группа с автовышкой, с монтерами, которые должны, то есть, приехать на точку, провести беседу. Помимо в процессе этой беседы, естественно, конфликты. Сложные конфликты, то есть решить эти конфликтные ситуации, отрезать физически, потом в этот же день по кругу успеть заново их всех подключить, то есть это очень технически сложно. Как рассказывает Саид Блабба, Черноморэнерго имеет возможность устанавливать по 10 тысяч счетчиков в год. Чтобы контролировать потребление электричества, его расход и своевременную оплату по всей стране, их необходимо более 90 тысяч. То есть при таких темпах работ энергокомпании понадобится еще 5 лет. Быстрее только если приглашать специалистов и вкладывать в этот процесс дополнительные средства. Возможно, будут пересмотры к подходам к монтажу для того, чтобы ускорить объемы монтажа, возможно, будут привлекаться специалисты, которые смогут нам помочь. Но опять же, это затратно, все-таки упирается в источник финансирования, насколько мы сможем обеспечить подрядную зону, то есть это сложно. Своими силами это дешевле в разы, то есть силами Черноморэнерго это зарплата, там
доплаты минимального характера и использование своих ресурсов как технику. И, в принципе, это удешевляет процесс, поэтому мы пока движемся в этом направлении. Активно вводится в работу система биллинга. Это система, отвечающая за учет, тарификацию и выставление счетов за оказанные услуги в автоматическом режиме. То есть теперь в процессе определения того, сколько электричества потребил пользователь и сколько он должен за это заплатить, не будет человеческого фактора. Ранее была учетная система, которая показывала данные лишь абонента. Все показатели, что касается начислений, проводились вручную. То есть каждого абонента приходилось индивидуально обрабатывать информационно. На данный момент это все автоматизировано, и до конца года мы планируем масштабировать эту платформу по всей Республике Абхазия. Параллельно идет процесс разработки приложения для мобильных устройств, которое позволит платить за свет, не отрываясь от телефона. То есть это приложение, которое позволит увидеть каждому абоненту свой статус, то есть свои показатели о задолженности, о технических параметрах, то есть потребление электроэнергии. Мы рассчитываем, что эта платформа позволит более прозрачно и оперативно взаимодействовать с каждым абонентом, так как там предусматривается возможность дистанционной оплаты через разные возможные платежные системы. Но при всем при этом остается проблемой недисциплинированность людей в вопросе оплаты электричества. Долгие годы тысячи людей пользовались светом бесплатно. Приучать таких абонентов к тому, что свет – это товар со своей ценой, для Черноморэнерго самая большая проблема. Все-таки абоненты не подготовлены, не привыкшие, не дисциплинированные к тому, чтобы оплачивать за электроэнергию. Есть и, конечно, и финансовая сторона проблемы, но эта финансовая сторона проблемы, она должна быть четко, ясно выявлена, то есть по каким причинам не трудоустроенный, малоимущий, то есть надо понимать, по каким причинам население не в состоянии покрывать эти платежи. Но на данный момент обоснованного, ясного понимания нет, так как есть люди, которые, несмотря на свой довольно-таки неплохой средний достаток, все-таки игнорируют платежи. Отключают от электричества, если абонент не платил за свет больше 2 месяцев. Если сумму долга неплательщик сразу отдать не может, существует рассрочка на 3 месяца. А со злостными должниками Черноморэнерго намерен решать вопрос через суд. Уже подготовлены мероприятия по судебным процессам, тоже мы подготавливаемся к этому делу. У нас в СБТ скоро будет отдел по работе с неплательщиками, который будет заниматься этими процессами. Поименно, наверное, никого называть не будем, каждый себя знает. В их направлении тоже ведется работа, в этом плане нам помогает государство очень активно, ведут беседы с этими абонентами, которые имеют большие задолженности, и наших сил, скажем так, недостаточно в решении этих проблем. В таких зонах подключаем уже вышестоящих в нашу помощь. Практически все крупные юридические лица, по словам Блабба, уже оборудованы новыми счетчиками. Но собираемость оплаты среди них всегда была довольно высокой. Сегодня основная проблема – физические лица. Марианна Котова, Сосрыкова Агухава, Абаза ТВ. Трагическая весть. Директор Государственного архива Ростовской области Николай Трапш погиб в результате автомобильной аварии. ДТП произошло вечером 21 июня на трассе Ростов-Ставрополь. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ, водитель маршрутного такси допустил наезд на фонарное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека, в том числе Николай Трапш. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Оставалось буквально несколько месяцев до выхода его докторской диссертации. Ученые Абхазии с прискорбием приняли новости о трагической гибели директора Государственного архива Ростовской области, кандидата исторических наук Николая Трапш. О человеке, ученом и патриоте нашему корреспонденту Анастасии Никоновой рассказали сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия. 2010 год «Абеги» – очередной научный форум. За трибуной молодой ученый-историк Николай Трапш. Его запоминающееся выступление впоследствии стало причиной знакомства, которое переросло в многолетнюю дружбу 2 ученых – Николая Трапш и Николая Медвинского.
прирожденный оратор. Когда Коля говорил, весь зал внимательно слушал, прекрасно владел как риторикой, так и, собственно говоря, материалом. За что бы он ни брался, он был довольно разносторонний человек, всегда-то у него выходило хорошо. Как человек всегда был большим оптимистом, никогда не унывал, заражал своей энергией, заражал своим добром. Все, наверное, кто его знает, подтвердили бы мои слова. 10 дней назад пили кофе в Ростове во время, опять-таки, после одной из конференций, которая проходила в Южном научном центре Российской академии наук, была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что сейчас юбилейный год, и очень многие конференции посвящены именно вот этой знаменательной дате. Он принимал участие, я принимал участие. В очередной раз увиделись, встретились и пообщались на разные темы. Никто не думал, что так произойдет. Это было как удар чем-то тяжелым в лицо. Я не знаю, есть категория людей, которых никогда не воспринимаешь в прошедшем времени. Для нас они где-то вот рядом. Весть о трагической гибели директора Государственного архива Ростовской области, кандидата исторических наук Николая Трапш, потрясла весь научный мир, отметил доктор исторических наук Аслан Авицба. Николай Алексеевич удивительно сочетал в себе качества профессионального, большого профессионала своего дела и чисто человеческих качеств. Да, в нем, я даже не знаю в нем, что было больше большого ученого или большого человека. Мне кажется, в моем восприятии Николай Алексеевич, пока он жил, мы не думаем о таких вещах. Вот его не стало. В моем восприятии он был и большим ученым, и большим человеком одновременно. В последние годы Николай Трапш усердно работал над своей докторской диссертацией. Посвящена она этапу, когда Абхазия вошла в состав Российской империи, отметил в интервью заместитель директора АБГИ Сослан Салахая. Она практически была готова у него уже довольно давно, но вот сейчас она находилась буквально на последней стадии. Вот известный ставропольский историограф Марина Евгеньевна Колесникова, вот он буквально позавчера с ней разговаривал. И, к сожалению, вот, как видите, он не успел, но мы надеемся поговорить с семьей Николая Алексеевича и все же хотя бы в виде монографии, да, вот в виде книги эту работу издать, потому что она не просто посвящена Абхазии, это действительно практически все российский и не только российский источниковый историографический материал там был понят вот по этой проблеме, потому понятие он не просто наш друг, да, это большой ученый, значение которого, может быть, пойдем потом, да, к сожалению, так бывает, вот люди уходят, и только потом мы понимаем, кого мы потеряли. Несмотря на то, что Николай Трапш жил и работал в Ростове, он всегда принимал активное участие в научной жизни Абхазии и при любой возможности приезжал на родину, отметил заместитель директора АБГИ Виктор Авицба. Что бы ни происходило у нас, конференции, там различные форумы, он всегда участвовал, поддерживал связь и с университетом, с институтом, Абхазским гуманитарным институтом. Вот когда вот наши вот ученые вот защищаются, вот он всегда вот оказывал поддержку. Абхазия потеряла великого ученого, дипломата, историка и политолога. Гибель Николая Трапш – невосполнимая утрата, отметил директор АБГИ Арда Ашуба. Он блестяще знал историю Абхазии и Кавказа. Его научные доклады всегда были очень приятны. Он прекрасно оратор, умел говорить. Если даже бывали споры, так он умел доказывать как дипломат и как ученый. И, конечно, очень хотелось, чтобы он чаще приезжал бы в Абхазию и знал, как подойти с исторической, с методологической, с этнополитической точки зрения. Но даже московские ученые, которые выступали с научными докладами, с ним считались, настолько он глубоко знал
этику абхазскую, дипломатию. И когда многие наши ученые выходили на защиту, мы всегда просили, чтобы он был оппонентом не только мы, но и в России. Долгое время мы просили, чтобы он вышел на защиту докторскую. За день до его смерти обсуждали его докторскую. Я уверен, блестящая работа докторская, я думаю, что надо будет издать. Прощание с видным историком-ученым пройдет 24 июня в Ростове-на-Дону. 25 июня тело Николая Трапш привезут на родину, где он будет похоронен в родном селе Планерхва. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Уже 1 июля Сухумскому физико-техническому институту исполнится 80 лет. После окончания Великой Отечественной войны на берегу Черного моря начали работу секретные объекты А и Г в Синопе и Агудзере соответственно. Спустя годы на базе их был основан СФТ, институт, в котором велись передовые разработки и научно-исследовательские работы. В его стенах работали и продолжают работать выдающиеся ученые. Об одном из них, Александре Чамагу, авторе ряда известных в Абхазии книг по математике, наш спецрепортаж, посвященный юбилею института. По 5 направлениям разработки велись. По 5 направлениям. Так. Вот одно из направлений, которое было, это термоэлектричество, которое мы сохранили до сих пор. Так. И второе, исследование термоядерное исследование. Так. Это направление в Синопе. Но там пока еще тоже одна маленькая группа, которая финансированием и так далее. Если сравнивать, вот здесь у нас, здесь в Агудзерах стоял ускоритель. Так, магнитный ускоритель, в магнитном поле ускоряли частицы. И эта установка, чтобы заработала, нужно было 60 человек его обслуживали. Наш очередной спецрепортаж к юбилею СФТИ смотрите в нашем вечернем эфире. В эти дни в Турции, в городах компактного проживания абхазской диаспоры Дюздже, Адапазары и в Стамбуле проходят презентации 3 документальных фильмов, автором идей которых является наша коллега, корреспондент Абаза ТВ Фаина Мату, а режиссером Виола Кукоскир. За основу фильма взяты воспоминания нашего соотечественника Бекира Ашуба. Также наша творческая группа в эти дни в Турции снимает фильм, приуроченный к 80-летию первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба, рассказывающий об исторической встрече Владислава Григорьевича с абхазской диаспорой в Турции, которая состоялась 33 года назад. В Рицинском реликтовом национальном парке проводятся ежегодные популяционные исследования узколокальных эндемов. Об этом сообщается в телеграм-канале парка. Исследования ведутся на территории Бзыбского лесничества. В исследовании участвуют сотрудники отдела науки и экологического просвещения. Ученые изучают численность, распространение и состояние популяций для сохранения уникальных эндемов. Люди и даты. Политическая партия Амцахара поздравляет героя Абхазии, председателя политической партии Амцахара Алексея Мсуратовича Цугба с днем рождения. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Мудрость и решительность, смелость и отважность» – такие качества Лёсика Цугба определили его роль в Отечественной войне в Абхазии, когда решением командующего Гумистинским фронтом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Сергей Дбар Лёсик Цугба был назначен командиром горнострелковой роты численностью в 170 бойцов. После окончания войны Лёсик Цугба не мог оставаться в стороне от проблем ветеранов и семей погибших. Он один из основателей Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амцахара. На протяжении всего послевоенного времени Лёсик Цугба ведет активную общественную и политическую деятельность.
Но приоритетным для него остаются забота о ветеранах и их семьях. Сегодня Лёсик Цугба – председатель политической партии Амцахара, и он понимает, что это двойная ответственность перед партийцами, ветеранами и страной. Свое 60-летие отметил председатель республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Чачурбеевич Барциц. От всей души поздравляют его с юбилеем коллеги по партии. В поздравительном адресе Форума народного единства Абхазии, в частности, говорится: «Наши соотечественники знают вас как ветераны национально-освободительного движения Отечественной войны народа Абхазии. Мы не сомневаемся, что у вас впереди еще много лет плодотворной, энергичной и очень содержательной работы на благо государства, на благо нашей страны, на благо нашего общества, которому вы служите всю свою жизнь». Абхазские и российские археологи планируют приступить к подводным исследованиям акватории Абхазии. 15 июля рассказал в эфире радио «Спутник» доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский. Основные работы в этом году мы планируем проводить в Сухумской бухте в устье реки Басла. На протяжении нескольких лет там мы проводили исследования интересного памятника. Судя по всему, это башни. Часть стены там была выложена из крупной гальки, пояснил Лебединский. В этом году ученые будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт. Также они попытаются определить, насколько глубоко эти сооружения уходят под воду. Нарты из Абхазии стали победителями во встрече выпускников КВН, состоявшейся в Екатеринбурге 20 июня, обыграв команду «Четыре татарина» и сборную «МАИ». О том, как прошла встреча, рассказал в интервью Апслепресс капитан нартов Тимур Таня. По словам капитана, возвращение в игру было связано с определенными волнениями, но встреча полностью оправдала ожидания. Участие в КВН – это всегда соревнование, а не просто выход на сцену. Мы чувствовали свою ответственность за то, чтобы спустя годы достойно представить нашу республику. Мы немного переживали, но, выйдя на сцену, собрались и показали хороший результат. С удовлетворением отметил он. Таня также упомянул, что часть шуток была придумана еще в Абхазии, а в Екатеринбурге команда поработала с профессиональными авторами. Немного о спорте. Открытый чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященный 19-летию спасательного ведомства страны, стартовал в Сухуме. В этом году, помимо команд из всех спасательных подразделений республики, в чемпионате принимает участие команда пожарных Бзыбского терминала компании «Апснеойл». Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне в духе истинно спортивного соперничества и товарищества. Он также пожелал всем участникам состязания успехов. В конце минувшей недели была проведена жеребьевка и сыграны первые матчи. Финальный матч состоится 4 июля. А в завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 24 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью, утром дождь. Местами возможен туман, днем без существенных осадков. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый, умеренный. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25. Температура морской воды плюс 22. Волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.